Дорогие друзья, посмотрите, какая красота. Ну, в общем, вот это такая девчачья совершенно тема сегодня. Очень красивые штучки. Это камень, как камень? Гематит. Представляете, золотой гематит, ну, такого цвета. И стеклярус. Как все блестит, сверкает. В общем, очень красиво. А вот это перламутр. Но сейчас нам обо всем об этом расскажет педагог с большим стажем педагогическим, учитель английского языка Дария Копыленко. Ну и еще это, вот вы занимаетесь прям творчеством. Да. Очень давно. Ну да, с детства уже было понятно, что я творческий человек. Люблю рисовать, создавать украшения из бусин. И еще вязала даже, любила шить. И сейчас вот профессионально уже занимаюсь натуральными камнями где-то 3 года уже. Вы ездите в Индию, наверное? Нет, в Индию или в Таиланд, или куда? Нет. Нет? Наладили поставки где-то там? Да, ну поставщики нет, в маркетплейсах таких не найдешь хорошего качества. Поэтому у нас есть поставщики в Москве, они уже проверенные, и вся фурнитура у нас, то есть у меня, это качество люкс. Они не темнеют, они не теряют цвет и гипоаллергенные. То есть фурнитура вот это. Да? Объясните мне, пожалуйста, вот смотрите, вот это золотой, еще раз камень, как называется? Гематит. Гематит. Я слышала, что он имеет какие-то лечебные свойства. Да, она именно для здоровья. Гематит по значению для здоровья. А почему он, что он в природе такой бывает или как? Их можно окрашивать, они окрашивают. То есть вот разные это вот цвет, цвета, видимо, да. природный какой-то, да? И форму тоже они могут по-разному менять. Например, вот клевер, вот такой перламутр, они такими не найдешь в природе. Вот тоже делают То сами. есть тоже окрашенные, да? Нет, вот это не окрашенные, они это натуральные. Это натуральные? Да. Ой, как красиво-то. А вот это вот окрашенные. Да, и окрашенные есть. Слушайте, ну это очень интересно. Я даже не поняла вообще, что это за камень. Так, оказывается, вот как интересно. А вот здесь вот это уже натуральный жемчуг. Уже натуральный жемчуг, но он тоже какой-то такой интересный. Ну, по своей цвет. форме. Посмотрите, цвет-то какой, да? А цвет какой-то он такой вот сероватый, что ли, да? Ну да. Жемчуг по природе имеет несколько разных цветов. Ну, а тоже вот могут встречаются окрашивать. розовые какие-нибудь, Да, и желтенькие. есть. Ну вот жемчуг в форме груши называется. Посмотрите, какого красивого цвета. Да, цвет очень красивый. Очень красивый. Сейчас вот эта форма в тренде. Для грушевидная. Грушевидная форма. Ну, такая. Да, это верно. Ну что, сегодня мы будем изготавливать колье, да? Колье, чокер, или как он называется? Сережки и колье. Из чего, из каких Давайте я, камней? Да, из природных камней. То есть я сегодня выбрала жемчуг. И мы сделаем не просто такое трендовое украшение, а сделаем якутское национальное украшение на исых с узорами якутскими. И сперва давайте... Скоро у нас праздник. Да, скоро у нас традиционный праздник исых. И все женщины Якутии будут одевать свои платья халадаи и тем самым украшения в национальном виде. Для этого нам понадобятся обязательно инструменты, плоскогубцы и кусачка, также леска для колья, наши камни, это жемчуг, и еще я добавлю стеклярусы, также пины, швензы наши, бейл, карабины и гримпы. И колечки, и все. Давайте сперва начнем сережек. Берем швензы. Так, нам понадобятся швензы, узор. Вот такие формы в якутском стиле с узорами можно купить в любой бисерной лавке. Они сейчас создают вот такие
уже То есть производство привозим. налажено у нас здесь в Якутии? Да, в Якутии есть. В Здорово. Якутске, да. А из какого материала они изготовлены? Есть и разного качества. Нужно там посмотреть, выбрать. А вы какого Хорошие. выбрали качество? Ну, это двухсторонние, с хорошим качеством. Они не должны темнеть. В общем, смотрите, друзья, это металлическое, ну, какой-то металл, да? Можно потрогать? Мгм, да, конечно. Мягкий или нет? Так вот, о, на зуб. Ну, тверденькая такая, знаете, красивенькая такая, блестящая штучка. Будет она висеть у нас вот, что-то я как-то вверх тормашками, вот так вот. Да. Вот так вот, да? Напоминает фигурку девушки. Ну, вы знаете или нет, что вот здесь вот висюлечки висят на вот этой штучке. И они рассказывают о женщине, об обладательнице, что сколько у нее детей. Ну да, Правильно, такое да? тоже было, да. Ага, то есть висюльки. И знаете, вот когда женщина такая вот солидная, в годах уже, да, вот прям Далбар-хатун, да, госпожа такая вот семейство, ну, и у нее такие богатые серьги и куча вот этих висюлечек. Ну, вот действительно, эта женщина богатая в плане того, что у нее много детей, да? Вот. А если это все там из серебра, все это так вот переливается, то, соответственно, и это говорит и о достатке. Да, о достатке статус женщины показывает. Вот так получилась первая Ой, сережка. мы пока болтали, вы уже соорудили сережку. А как вы это сделали? Вот расскажите. Ну вот, взяла швензы. Сперва давайте возьмем пины. А вот неправильной формы жемчуг, как он называется? Это грушевидный А, жемчуг. все равно грушевидный, да? Это? Так, вот, взяли жемчуг, потом я добавила еще стеклярус, чтобы сверкало, да, было красиво. Так, потом сжимаем все это. Такое украшение может сделать каждая женщина себе, Подружки. подружке, Маме, маме, сестре, дочь, кому угодно. Это нетрудно делать. Вот одна Но вы сторона. ювелир, получается, да? То есть как бы вот вы родились с таким вот призванием. А как у вас уживается учитель английского языка и Ну вот да, вот ювелирное ваше мастерство? больше времени, конечно, идет на профессиональную деятельность учительства. Это до обеда, после обеда. И занимаюсь я своим хобби только вечером. Но приносит это, видимо, огромное вам Удовольствие. удовольствие, Да, это удовольствие огромное. Семья как относится к вашему? Семья, конечно, Но это даже уже не положительно. хобби, это уже бизнес, наверное. Это уже да, скорее бизнес, всего? да. Вот посмотрите, друзья, как можно, ну, превратить свое увлечение, в общем, ну, как говорят сейчас, монетизировать. Вот. Прям яркий пример. Да, сейчас время такое, что талант очень ценится. И даже без образования люди с талантом могут вот, Неплохо да, зарабатывать. неплохо зарабатывать. Вот у нас получились вот такие красивые сережки в национальном виде с натуральными камнями. Жемчуг прям такой красивый. Ну да, Мгм. это трендовый. А сейчас переходим к ожерелью. К ожерелью. Ожерелье, ну, это уже тут. Тоже с жемчугом будет. Так, берем леску, надеваем на климп. Климп это что? Ну, вот Ну, это начало, такое. да? Да, начало. Это все тоже металлическое, это тоже вы все приобретаете где-то здесь, в Якутске. Нет, вот это, это вы ну, можно, заказываете, конечно, в Якутске, но мы заказываем в Москве. А вы вот к этому пришли каким образом? Вы где-то проходили обучение, Да, мастер-классы где-то? у Обучение я проходила тоже через соцсети, нашла девушку, мастерицу, она очень известная в Якутске. И вот Обратились к ней, да? прошла обучение именно по созданию браслетов из натуральных камней. Да. Потом вот сережки и колье, по ходу я сама уже начала делать.
Это уже без обучения. Потому что я, когда в детстве училась в старших классах, сама делала себе вот такие чокеры, разные украшения. И каждый раз вы там всех потрясали, наверное, в классе. Ну, не знаю, это Девчонок. было как-то обыденно, поэтому... Вот. Ну, у вас прям все движения вот с ювелирной точностью, вот когда говорят вот в таких случаях. То есть ни одного лишнего движения, очень аккуратненько, но... Так, берем жемчуг. А сырье, наверное, очень дорогое все-таки, да, покупать? Или если ты покупаешь какими-то, ну, я не знаю, как там покупают, ящиками или как, или, ну, если оптовая да? такая Оптовые. покупка. Оптом, чтобы было не очень дорого. А можно еще, наверное, с кем-то объединиться? Да, конечно, с можно. мастерицами такого плана. Да, с мастерицами тоже можно объединиться. Но у нас в Якутии очень многие женщины занимаются такого рода вот изделиями. Да. И у многих действительно может получиться, ну, то, что вот о чем мы сейчас говорили только, да? То есть можно все это превратить в свою работу. Да, свою работу и в бизнес можно. Там можно даже проводить мастер-классы. А вы проводите мастер-классы? Ну да, провожу мастер-классы. Онлайн или где-то? Нет, не в онлайн, а То есть вы вживую. приходите в студию и приглашаете желающих Да. В научиться? данное время я живу в Верхневлюйске, село Харпалах, и там тоже в Верхневлюйске провожу мастер-классы. Также провожу еще мастер-классы по гипсу тоже. И вот в данное время нахожусь в Якутске, и летом тоже планирую проводить мастер-классы, арт-девичники по натуральным камням. И если получится, даже открыть вот лагерь тоже детям. Ну, чтобы познакомить с миром камней. Ну да. А вдруг кто-то станет таким вот знаменитым, не знаю, ну, Картье, да? Да. Вот. Скажите, а камни, знаете вы о свойствах этих камней? Да, Что с чем сочетается? Наверняка тут тоже это целая наука. Ну да, каждый камень имеет особое значение и свое свойство, задачи. То есть издревле наши предки знали уже, учили это, и то, что камень, например, да, горный хрусталь, обладает каким-то свойством, она помогает человеку. Например, горный хрусталь, он для спокойствия, еще он очищает ауру человека, помогает исполнять желания и так далее. Да? Еще можно вот для защиты от сглаза, негатива, тигровый глаз, например. Еще он считается денежным камнем для богатства. То есть человек, которому не хватает или хочет, чтобы шли деньги, да, он может заказать браслет или ожерелье, или серьги с таким камнем. Носить его постоянно. Но это не значит, что это ты просто надел и ходишь и ждешь, что прям прольется над тобой денежный дождь. А нужно приложить какие-то усилия и помогает уже поможет уже найти как-то свой путь, да? Да. К денежкам. Так. Так, сейчас делаем. А жемчуг что означает? Жемчуг — это чисто женский камень. Это для привлекательности, для женской энергии, для любви и так далее. Вот чисто То есть, женский если камень. не хватает вот женственности, да, тогда вот именно. нужно вот как-то вот что-то с жемчугом носить, сережки там или браслет, да? Или, может быть, если у вас наряд там какой-то такой рокерский, можно как-то, скажем так, немножко подгасить вот эту вот агрессию, да, с помощью, внешнюю агрессию, которую вы транслируете с помощью своей одежды, там кожа, там какие-то шипы и так далее, с помощью вот такого нежного, красивого, хрупкого камня, как природного, да, жемчуг. Ну и тем самым
Смягчит образ, да? Да, 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 да. Ну или наоборот, может быть, камень даст. А есть камни, которые дают какую-то, знаете, вот силу, укрепляют силу человека. То есть, допустим, есть же люди, у которых очень такая хрупкая, такая нервная система. Ну, они расстраиваются по каждому там поводу, как-то все принимают близко к сердцу. А хочется в наши дни, например, как-то да, быть более покрепче. ну, есть такой камень, вулканическая лава, она для эмоциональных людей. Так. То есть помогает правильно использовать свою энергию. Не агрессивно, не агрессивно, а какой-то работой, успокаивает и так далее. Для более агрессивных, энергичных людей вот это. А для спокойных, которым нужна энергия, есть сердолик, красный камень. Но он у меня закончился. То есть сердолик дает энергию. Обладателю этого камня немножко энергии. Энергию, да, энергию, позитив, радостное настроение и так далее. Сердолик для этого. А могут камни управлять человеком? Или как-то надо подбирать этот камни в свой браслет, ну, разноцветные, да, вот как у вас браслеты, именно по свойствам своего характера, чтобы что-то, наоборот, подчеркнуть, что-то как-то более усилить, да? Во время вот моей черты. работы, в течение 3 лет, да, когда занималась камнями, вот в практике я увидела вот такое, что девушка приходит, девушка-женщина. Так, подождите, вот мы расскажем быстренько, это вы что сделали Это сейчас? кулон у нас. Это кулон будет, вот как сережки, да. вот, да? Ага. И вот они приходят и смотрят на мои украшения, и, конечно, какое-то украшение им нравится. И выбирают по сердцу украшение с каким-то камнем. И бывает так, что они выбирают камень натуральный, такой, что у них именно нужен. Да? И именно нужен по свойству, по задачам, и которого им не хватает, оказывается. И интуитивно. Интуитивно, да. И я уже так поняла по практике, да. Все-таки у человека интуиция это самый лучший такой вот определитель, да? Да, по интуиции. И поэтому я спрашиваю, когда вот у покупателей, у своих подруг и так далее, какой камень вам нравится больше всего. И этим сразу понятно, чего у них не хватает. Понятно. Вот. А давайте проверим. Ну, давайте. А вот мне нравятся вот эти вот камушки. Вот они. Вот вы выбрали, это агат сакура. Так. Это камень любви, семейного счастья. Значит, мне этого не хватает? Этого либо укрепить, либо этого не хватает, и он укрепит это. Вот как. Вот для чего. семейного счастья, для радости в семье и так далее. Вы знаете, вот даже если семья полная там или кто находится в поиске, может быть, да, мне кажется, в любом случае, даже если есть полноценная семья, ну, в принципе, полноценная семья сейчас у нас и любая может быть считаться, да. Главное, чтобы в семье были мир, любовь, гармония. Ну, мне кажется, этот камень подойдет для любой семьи, для любой женщины. Да. Да? Ну, немногие выбирают ее. Немногие? Немногие выбирают. Да вы что? Да. Ну, в смысле, как немногие? Ну, имейте в виду, может быть... По интуиции выбирают. И смотрите, камни, они такие интересные, такие вот, ну, с прожилочками. Ну, да, каждый камень имеет свое какое-то вот отражение. Да. Взяли, да? Все индивидуально. А это вот хрусталь. Да, горный хрусталь. В основном девушка выбирает вот такой розовый кварц. Да, кстати, очень такой нежный, красивый. Он очень нежный, да. И я так заметила, что выбирают именно незамужние девушки. Да? Ага, и я так прямо спрашивала, ты замужем? Нет, говорят. Вот почему ты выбираешь вот этот камень. Да, как вы узнали, так спрашивает. Вот это уже несколько девушек так было по практике. Здорово. Ну да. Супер.
Так, очень интересно. Ну да, мне самой стало интересно проводить такие эксперименты. Ну, в общем, если вы хотите как-то укрепить свою, ну, энергию, скажем, да, вот, свой стержень, свою ауру, ну, как хотите, да, ну, камни, наверное, действительно, они привносят что-то и помогают обладателю, ну, в каких-то в разных ситуациях житейских, да. Да. Может быть, да, действительно, когда мы выбираем то или иное украшение, мы же ведь тоже интуитивно выбираем что-то. И наверняка мы выбираем именно те камни, которые нам вот нужны, которые могут помочь нам именно вот сегодня, там, не знаю, пережить встречу с начальством, например, или там еще что-то там, не знаю, совершить какую-то суперважную там какую-то, ну, допустим, взять ипотеку там, да, или, не знаю, автомобиль купить новый. Вот, это очень интересно. А так вот люди приходят с такой просьбой к вам? Да, приходят. С камнями, типа, подбери мне вот, чтобы у меня браслет был вот такой, да, такой, это такой. уже нумерология идет по дате рождения. Там все поглубже чуть. И по дате рождения можно понять, чего не хватает человеку. И подбирать те камни, которые вот именно наполнят его этим. Чтобы вы поставили все по полочкам, да? Чтобы помогло. А вы верите в это? Действительно это помогает? Ну, и, есть отзывы, и даже те, кто не верит, вот именно случается так, что они же начали верить в это. То есть видите, как вот это очень интересно. Если даже не верите, да, не нужно даже убеждать в этом. Не нужно стараться убеждать это. Потому что все равно это получится или сбудется. Вы уже заканчиваете, да? Да, вот. Сборка. Вот это колье, оно как бы и простое, а вот эта леска, она такая, ну... Прочная. Прочная, да? Она корейская, называется корейской леской. Ну, есть более тонкие. Удобно будет более тонкими. Они у меня закончились, поэтому вот. Так, посмотрим-ка. А вы можете вспомнить вот какую-то историю, когда ваши изделия, там браслет или там сережки или еще что-то, но очень сильно повлияли на жизнь, судьбу какого-то человека? Вот, ну, обычно это девушки, наверное, женщины. Ну да? Ну, такое случилось. Это именно в своей практике я скажу то, что случилось. И я подарила одной девушке браслет именно с розовым кварцем и на любовь. Все, что связано с любовью и камнем для любви. Она была не замужней, и ей было уже много лет, ну, немного. И вот после этого подарка она уже нашла своего спутника жизни. Да что вы Хотя очень долго все ждали, когда она выйдет замуж. Сама удивилась этому. С последней надеждой я подарила этот браслет ей. Ну, это получилось. Это здорово. И это сработало. Такая классная история. Ну что, дорогие друзья, посмотрите, в рамках нашей программы буквально, да, мы никак не монтировали здесь, посмотрите, получилось ровно вот за 26 минут. А Дария собрала серьги и колье. Это колье же ведь называется? Ну да, колье. Ну, колье, чокер, наверное, или как. В общем, красиво, согласитесь. Да. И удивительный мир камней, ну, просто вот окунуться, наверное, можно попробовать почитать, как-то расширить свои познания, скажем, в этом деле. Потому что ведь все девочки, ну, женщины, девушки, они очень любят, конечно, камни, да? Ну да, любые это камни. сейчас тем более они стали очень популярными, натуральные камни, и украшения с натуральными камнями тоже.
Ну что, друзья дорогие, будем пробовать?